современном мире такая отдаленная точка, как Якутия, на карте нашей России уже не пугает иностранных туристов. Многие приезжают сюда по разным причинам. Кто-то приезжает по работе, кто-то приезжает учиться, а кто-то решил познать Якутию в качестве туриста. А есть и такие люди, которые приезжают и остаются здесь навсегда. Но необходимо отметить, что есть и наши земляки, которые волею судьбы, им повезло, возможно, они решили испытать этот опыт проживания за границей, но они по-прежнему хранят эту любовь к своей родине. Сегодня мы поговорим именно на эту тему. Наши за границей и кто же видит Якутию своими глазами. А по русской традиции принято встречать гостей хлебом и солью. Сегодня я в городе женщин буду встречать своих гостей священным напитком народов Саха кумысом и лакомством мартышками. Мы начинаем. Так, еще. Ты его потом сюда. Мы неспроста представили вашему вниманию бэкстейдж нового проекта продюсера Марьяны Скрыбыкиной этнического фильма, который буквально совсем, через несколько месяцев выйдет уже в прокат. Называется он «Харкынат». Это очень интересная история про молодого юношу, который на протяжении всей картины спасает девушек от демонов Нижнего мира. Очень такая интересная картина. И на помощь этому юноше приходят молодые воины, якутские воины. Но приходят они не одни. На помощь им приходят и монгольские воины. В этой картине монгольских воинов играют монгольские актеры, которые сегодня приехали к нам в город женщин. Добро пожаловать! Знакомьтесь. У нас в студии Тугулдур и Арюн Хишик. Проходите ко мне, пожалуйста, я же вас угощать буду. Проходите. Так, попробуйте, пожалуйста, сначала национальный напиток наш. Пожалуйста, берите вот такие маленькие чурончики. Добро пожаловать, попробуйте. Чокаться не обязательно. Попробуйте. Это национальный напиток кумыс. Пахнет? Ну, мне кажется, наверное, у вас есть что-то похожее, да, в Монголии? Кумыс есть, да. Кумыс есть у вас? Вот попробуйте. Похоже? Очень, да? Хорошо. А вот это лакомство, это мартышки. Берите ложечку. Мартышками у нас называется такое национальное блюдо, как кёрчик. Это взбитые сливки с брусникой. Детишки, взрослые все любят. Попробуйте. Вкусно? Отлично. Ну все, я свою миссию выполнила. Пройдемте, присаживайтесь. Тугулдур и Арюн Хишик. Добро пожаловать в Якутск. И первый вопрос, конечно, как давно вы уже у нас в городе? И понятно, что вы приехали на съемки. Вот первые впечатления ваши, когда вы спустились с трапа самолета? Ну, мы уже сколько дней здесь?
Уже 4-я неделя. Уже почти месяц, месяц. так сказать. Месяц, да. месяц здесь. Еще нам осталось еще месяц здесь побывать. Ага. Так что полпути уже мы прошли. Первое впечатление это холодно было. Да, конечно. То есть Но у нас там, да, у нас получается там лето, мы все в шортиках, футболках ходили. Приехали, ну, я думал, что в Якутии там холодно, да. Я Арюке, ее зовут Арюка, вот я ей говорил, что вот бери с собой теплую одежду, вдруг холодно будет. А она такая, не, нормально, все будет хорошо, я же там монголка, там все хорошо. Приехали, она такая, я замерзла. замерзла. Да, я не Сразу могу, прям да, сразу. сразу, да, прямо очень холодно, да. И вот сразу первое впечатление было, холод прямо чувствовал. Ребята, ну Якутия и Монголия дружат уже многие года. Это касается и сферы искусства, и сферы спорта, да, и вот даже кинематографа уже, да. А вы как давно услышали впервые о Якутии? Вот вспомните свой первый момент. И вообще в Якутии, в Монголии знают о Якутии? Да, конечно. Ну, например, у нас проводится международный фестиваль по моноспектаклей. Там приезжают из разных стран актеры и показывают свои спектакли. А там тоже были же актеры из Якутии. Да, Якутия приезжает. Это почти каждый год приезжают. То есть вы давно знали о Якутии? Да, давно знали. А встречались ли вы с нашими земляками у себя на родине? Нет. Нет. То есть Такого вы не было, впервые да. увидели Да. народ Саха именно здесь, Да. да? А так-то много слышала. И лично я бы как и знала, здесь в Якутии можно увидеть это сияние. Ну, Сияние. полярное Полярное да. сияние. Правильно. Да, и я бы, конечно, хотела увидеть. Но, это. к сожалению, К да, не сожалению, сможем. здесь не получится в это время, Ну да? да. Но хорошо, а вот когда вам сказали о том, что вы едете на съемки в Якутию, вы зашли в интернет, стали искать, набирать что-то там. Вот какая была первая информация, которую вы пытались найти в интернете? Мы просто написали Якутия, да. Для начала, да? Наверное, Да, это была и- Артайду. Ну, конечно, Арт-Дайту. Сначала же мы получили приглашение, да, участвовать Да, в таком проекте. И изучили Арт-Дайту, что за компания, один из лидирующих компаний, получается, в якутском кинематографе. Это очень заинтересовало нас. Потом мы начали изучать, ну, потом сценарии и так далее, потом про Якутию, как вообще народ живет, все Да-да-да. остальное, да. То есть вы ознакомились с культурой? Да, да. Ребят, ну а вы по воле своего долга работаете на различных площадках на территории нашей всей республики, да? Увидели, наверное, уже что-то. Вот первые впечатления о том, что вы увидели. Возможно, природа, возможно, какой-то населенный пункт увидели. Вот что запомнилось вам уже на сегодняшний момент? Вот На именно самом про деле- съемочные площадки хотел. Съемочная площадка, да? Природа красивая очень. Мгм. И когда в такой природе ты, ну, у тебя сцены, да, ты играешь, и это очень безумно красиво, и как будто такое ощущение, ты в сказке. И когда снег, недавно же был снег, да, и у нас были съемки во время, прямо снег падает, прямо, и это реально сказка. Это было чудо. Даже эмоции какие сейчас у него, вы видите, снег говорит, падает. Я начала про себя вспоминать, а когда же у нас так прям снег падал? Мы вас еще не видели, как у нас вот снег прям падает. Ребята, хорошо, у вас замечательная профессия. Да, Вы актеры. Вот расскажите немножко о прелестях своей профессии. Ведь, наверное, это такая одна из самых уникальных. Уникальная профессия, на самом деле. Можно так сказать, вот, например, мы приехали сюда, же, да, и у нас такая уникальная возможность познакомиться с культурой Якутии. И это, если бы, например, я не был актером, я бы не мог так глубоко возникать или так познакомиться с культурой. Сейчас я общаюсь с разными актерами, да, вместе каждый день, с разными продюсерами, и это дает много знаний, много таких интересных, да, моментов в жизни. Вот это самое вкусное. А что для тебя профессия, вот, выбранная тобой у актрисы Ренхишек? Мне кажется, что профессия такая жесткая, мощная. И я бы сказала, когда-то бывает, что так сильно больно. Да, ты что, то Да. есть бывает. Да, потому что, знаете, когда мы были студенты, играли военные спектакли, там же, Тяжело переживать. да, бывает. конечно. Это, наверное, прелесть, это же круто. Мгм. Так, каждый день, сегодня я, например, монголку играю, завтра там бурятку, да, и завтра потом врач, потом там, кого можно играть, да. Все это, наверное, самое такое
Огромные плюсы, да? Да. Мгм. Ребят, но вы, конечно же, уже пообщались с якутскими актерами, да, познакомились немножко с менталитетом. А вот скажите, похожи же монголы и якуты? Есть ли Очень сход- похоже. Очень, очень. вот именно Просто в рабочих моментах или вот вы имеете в виду внешне? внешне похожи и в рабочих моментах. И вот менталитет очень похож на самом Да? деле. Вот, например, есть завязка такая вот. Ну, мы завязываем шнур там или лошади, да, и так далее. И там есть специальная завязка. Я думал, только монголы так умеют так делать. Вязать, А тут да? я приехал и смотрю, якуты тоже так умеют. А. Я такой, это знак того, что, может быть, мы когда-то были вместе. Я не знаю, вот это было очень интересно. И когда я тоже, дети рождаются, там синее пятно, да, вот это все. Да, да, да. Монгольское пятно. Да, монгольское пятно. Вот. Монгольское пятно. Да. Это тоже вас удивило. Да, очень удивило на самом деле. И как бы еще вера в Тенгри, да, это тоже Да. очень удивило на самом деле. Успели ли вы попробовать якутскую кухню? К сожалению, нет. Еще пока нет. Да, да. пока нет. Но мы обязательно попробуем. Да. У нас еще время есть. Хорошо, ребят, а вот слышите язык, да, якутский язык? Выхватываете ли вы какие-то слова, которые вот похожи? Ну, Очень редко, мне кажется. Редко. Вот это вот какой-то такой миф, да, что монгольский и якутский язык должны быть похожи, да? На самом деле нет, да? нет, совсем по-другому, там сложно. Блин. А выучили ли вы какое-нибудь слово на якутском языке? Это вы у него спросите. Полиглот, да? Ну да, ну там банальное, самое красивое слово в мире. Мин и гин таптывин. Ай, молодец! Он, конечно, приехал и сразу выучил самые плохие слова. Сначала плохие слова, и я люблю тебя, да? Потом, конечно. Настоящий турист, да? Вот так все делают многие. Да. Выучить несколько плохих слов, и самое главное, я люблю тебя, да? Да, да. И выжить можно в любой стране тогда. Хорошо. Ребят, вы работаете вот уже в этой сфере сколько лет, вот именно профессионально? Год. Ты год. Всего же год. Всего же Мы год. же в 18 году закончили университет. Около года. То есть вы такие молодые, да? Да, молодые. Актеры. Расскажите о своих работах вот до этого проекта, который привел вас в Якутию. Над какими картинами вы работали уже? Ну, у нас, получается, есть свой театр, а мы там приехали после того, как выпустились, и там создали свой театр. Мы там играем свои спектакли, сами ставим, сами как администраторы, как организаторы, все, как режиссеры все делаем. И были еще кинопроекты. И это, получается, этот кинопроект, это уже третий кинопроект. Вот. И вы все время вместе? Всё Да, мы время всегда вместе. вместе. Учились вместе? Учились вместе. Как жаль. Выпустились вместе? Да. И работаете вместе? Да. Хорошо, а тогда И так вопрос. и будет всю жизнь. Вопрос, вы не парень, не девушка? Все так спрашивают. Все так так, да, спрашивают, все да? так. Ребят, а вот скажи честно, тебе вопрос у меня. Видела якутских девушек? Да, Красивые? да, Нравятся? да. Точно? Да. А ты красивый парень якутских Конечно, видела? конечно. Красивый. У нас главный герой красивый. Главный герой у вас красивый. Хорошо. Ребят, что бы вы вот по приезду рассказали в первую очередь вот о Якутии? Вот первое предложение Якутия – это О красоте, наверное, природа. о красоте природы. Все-таки вы такие более с творческой ноткой, да, на все смотрите глазами искусства, да? Хорошо. А ваши пожелания нашим телезрителям? Передайте привет, возможно, республика ждет уже выхода вот этой этнофэнтези, да, Харкнат. Передайте привет, может быть, своим землякам, которых у нас, кстати, тоже много на территории республики. Вот камера перед вами, ребят. Ну, так сказать... Дорогие жители Дорогие жители, и гости, гости, да, Республики. Республики Саха. молодец. Очень приятно, что вот мы оказались здесь, на земле Аланхо, на самом деле. Да, и нам удается так познакомиться с культурой Якутии. И это огромное спасибо продюсеру Марьяны Скрибыкиной и компании Ардайду, на самом деле. И мы все стремимся, идем к одной цели, чтобы сделать свою работу удачно, конечно же. Вот это самое главное для нас. Ну и, конечно, привет, Монголии. Привет, Монголия, из города женщин. Арюш Хижит, что бы ты сказала? Скажу спасибо всем. Очень рада, что нахожусь здесь. А здесь безумно красиво, безумно круто, безумно нравится. И я даже не представляю, когда
мы обратно поедем. Будет, наверное, больно. Ну, сентиментальные люди. Сентиментальные Да. люди. Плакать Что будете. поделать? Конечно, плакать будем. Плакать будете. Хорошо, но мы не прощаемся с вами, мы Да, ждем конечно. вас. И, конечно, якутский кинематограф развивается, и мы надеемся, что будет еще не одна картина совместно именно с монгольскими актерами. Ну а пока мы желаем вам удачи, конечно же. Берегите себя от холода. Приезжайте к нам еще. Мы будем рады видеть вас. И, конечно же, мы ждем премьеры этнофетности Харканат. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. Как часто бывает такое, что мы... Какая же она молодец, как она добилась такого успеха за пределами республики. Либо мы можем сказать, а я-то ее ведь знаю. И действительно, наши земляки дают о себе знать далеко за пределами нашей Якутии. И одна из наших гостей сегодня яркий тому пример. Приветствуем, Ольга Соловьева. Оленька, здравствуйте, проходите. Так, Оленька у нас... Знакомьтесь, дорогие телезрители, Ольга у нас журналист. Она была главным редактором журнала woman.ru, обладательница премии «Медиа-менеджер России». Вот так вот. Наверное, многие узнали ее. А самое главное, не все ее достижения регалии. Она родом из Якутии. Оленька, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, вот последнее самое главное. Самое главное и характеризующее вас, да? Да. Оль, ну давайте начнем сначала. Вспомним ваше детство. Давайте. И расскажите, в какой семье вы родились и где? Ну, мне очень повезло, во-первых, что я родилась здесь, во-вторых, в том, что я родилась в прекрасной семье. А мои родители, моя мамочка Валентина Константиновна, она учитель, она проработала 47 лет в школе номер 2. И я думаю, что половина из тех, кто сегодня нас смотрит, они ее ученики. В то время как папа, он заслуженный строитель республики и заместитель совета старейшин города Якутска, он застроил всю республику. И я думаю, что другая половина, кто не училась у моей мамы, она живет в домах, которые построил мой папа. Вот. И я выросла в центре Якутска, поэтому прекрасно его знаю и очень люблю. Я начала учиться во второй школе, а закончила 26-ю. И, конечно, у меня здесь очень много родственников, очень близких друзей. Моя лучшая подруга, крестная мама моего сына, она живет здесь. И всегда это огромная радость приезжать сюда и встречаться со всеми, а самое главное наполняться необыкновенной силой, потому что вот я уверена, что мы все якутяне, мы обладаем просто уникальными способностями, возможностями, и вот этой вот силой, которую нам дает и природа, и красота, и наши корни. Ну, в общем, я Якутию обожаю. Мы это видим, вас прям в каждой клеточке вот вашего тела, это прям видно. А в каком возрасте вы определились с выбором своей профессии? Вот вспомните это. Как ни странно, я закончила педагогический университет, и тут поняла, что учителем я быть не могу и не хочу. Вот. И я пошла работать в журналистику. Я пошла работать в первый глянцевый журнал в стране. Это был журнал «Домовой». Мне безумно повезло, потому что мы были первооткрыватели, у нас был потрясающий коллектив. И я там проработала 9 лет. И, собственно говоря, прошла достаточно большой и интересный путь. И потом мне предложили сделать в России журнал «Hello», журнал о знаменитых людях. И это был абсолютный вызов, потому что до этого у меня не было ни одного подчиненного, а потом мне надо было сразу набрать больше 50 и организовать как бы процесс. Было немного сложно, это был вызов, и это было очень интересно. Мы сделали уникальный совершенно проект. Я думаю, что все модные, продвинутые девушки и женщины до сих пор читают его. Тогда это было абсолютно новое. И в какой-то момент, вы знаете, мы добились очень большого успеха, и встал вопрос, что же делать, оставаться или что-то пробовать другое, или что-то начинать еще. И меня пригласили в интернет-индустрию. Тогда это Вот было... так вот, да? Да, тогда это было совершенно не так прекрасно, гламурно и абсолютно необходимо в жизни каждого человека, как это выглядит сейчас. Это было где-то далеких, 15 лет назад. Вот. И мы стали делать такой вот интернет-портал,
который называется woman.ru. И тогда, когда мы начинали, там было 160 тысяч уникальных посетителей. То есть 160 тысяч. 160 тысяч. А Мгм. когда я оставила этот проект и уехала жить в Италию, в этот момент там было 18,5 миллионов. Да вы что? Да, и это есть было, да, и это был Цифры говорят челлендж. сами за себя, да? Это правда, да. Мгм. И, ну, это, конечно, случилось не за один год, Год. и даже не за два. Это была достаточно долгая, скрупулезная, кропотливая работа, но безумно интересная. И, конечно, успех, ну что можно сказать, Woman.ru и сейчас номер один, я думаю, для Да. женщин России. Оленька, а вот такой вопрос. Насколько это вообще сложно быть шеф-редактором, главным редактором таких известных изданий? Ведь это и ответственность, и это кропотливый труд. Вот бывали такие моменты, когда вот прям уставала и думаешь, все, ухожу с этой работы, не могу. Надоели эти звезды, надоели эти статьи. Да? Вот бывало такое? Вы знаете, нет. Объясню почему. Давайте. Дело в том, что когда я начинала работать и в Hello, и на Woman, это не были такие успешные проекты. Да. Это все были мои дети, которых практически они рождались вместе с моим участием, с Мгм. непосредственным, и они росли вместе со мной. Поэтому для меня это было, знаете, ну как бы естественный результат большой работы. Мгм. Но было очень сложно, потому что каждый раз я начинала какие-то новые вещи, и для меня это было таким вызовом, потому что я училась чему-то Мгм. постоянно. Вот это было сложно, но одновременно и классно, потому что до Hello не было таких еженедельников, которые есть сейчас, как вы Мгм. видите, и не было вот таких порталов Мгм. интересных, красивых, продвинутых, которые есть сейчас. Поэтому все было очень, Очень здорово. круто, да. Вы, наверное, ну, на своей жизни применяли на себя много ролей. А если сказать, вот какая у вас самая главная роль в вашей жизни? Как ни странно, это роль матери. Да вы что? Да, и я как-то ее вот испытала, получила, уже сделав определенную карьеру, добившись Вот, вы же всю определенного жизнь в успеха. карьере, да? Прям карьерист. Я думала, она скажет, не карьера. Это удивительно, но правда, я всегда была абсолютно child-free, и никогда не думала, что вот я с такой радостью окунусь в материнство и в Матери. семейную жизнь, но оказалось, что это самое огромное достижение, что вообще это было мое открытие, что Мгм. семья – это самое главное, и что, конечно, то, что тебе дает ребенок, то, что тебе дает, какую наполненность это дает женщине, это потрясающее открытие. В общем, я немножко жалею, что я поздно начала. Поздновато, но вы работали, Да. вы строили свою карьеру. А как вы встретили своего мужа? И в каком году вы отважились переехать на постоянное место жительства в Италию? Мне очень повезло, потому что я ничего не отваживалась никогда делать. Видимо, как-то вот звезды складывались так, что что-то происходило интересное, и оно как-то вот очень сильно меняло, двигало мою жизнь. С мужем мы познакомились в Риме. Как ни странно, это такая романтическая была история. Приехала туда в командировку, и утром Утром? мы с ним встретились в кафе случайно. Я Случайно. говорила по телефону по-русски со своей редакцией, а он пил кофе. И мы познакомились, и постепенно у нас завязались отношения. Он итальянец, Нет, он русский. он русский, но он вырос в Германии и жил в Европе. Получился идеальный Ой, вариант. я знаю, вы так много проводите времени вместе, у вас общих интересов очень много, да? Вы даже вино делаете из собственного винограда, да? Но я знаю, что вы еще любите готовить. И сейчас, дорогие телезрители, мы представляем вашему вниманию вот такое видео, снятое дома, как они готовят, Оленька со своим мужем. Внимание на экран. Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить тирамису. Это, наверное, самый известный итальянский десерт. И он значит «Подними меня вверх». Для того, чтобы сделать тирамису, вам нужно всего лишь вот такая вот банка маскарпоне. Это 500 грамм. 4 желтка. Так. Холодный кофе. Здесь 2 чашки эспрессо, и они уже охладились. На 500 грамм маскарпоне нужно 80 или 100 грамм сахара. Максимально просто и легко сделать. Это что-то будет особенное. Малина. Скажу. И черный шоколад. Линд. Прекрасно. Теперь нам нужны будут итальянское печенье под названием савоярди. Это классика.
Как ни странно, в Италии очень многие готовят с печеньем павизини. Оно у меня в данный момент такое шоколадно-какаочного цвета, хотя обычно оно точно такого же цвета, как и это печенье. Просто в магазине не было ничего другого, пришлось взять эти. Но это ничего страшного. Сейчас вы все поймете, что мы с этим всем будем делать. Мы просто взбиваем яйца с сахаром. Это мне в детстве готовила моя бабушка. Вот, она называла это гоголь-моголь, не знаю, как это сейчас называется в России. У нас получился абсолютно классический тирамису с несколькими элементами малины и шоколада. Вот так вот Оля смеется, глядя на своего супруга. Забавно, да, или что? Или вы вспомнили, что-то забавное было там? Я хочу сказать, что здесь непонятен все-таки рецепт, поэтому вы заходите на мой аккаунт в Инстаграме или подписывайтесь на меня в Фейсбуке, потому что я с удовольствием расскажу, что и как делать более детально. Хорошо, исправим, да. Так, ну я вам расскажу, наверное, мало чего нового для вас, но я угощаю Это мой вас любимый десерт торчик. детства. И, Спасибо. пожалуйста, для вас еще кумыс. Якутское гостеприимство, оно такое. Оленька, ну Спасибо. пока вы отведаете наш керчик, давайте все-таки немножечко поговорим про Италию, итальянскую жизнь. Чего не хватает-то вам там? Вот бывает такое, что прям не могу, скучаю, почему? По дому, по По дому. родным и по Якутии, как ни странно. Вы знаете, я использую любую возможность, чтобы прилететь сюда. Вот. Часто прилетаете? Я прилетаю, нет, не часто, не Мгм. так, как хотелось бы, но раз в год я стараюсь быть здесь обязательно. У меня здесь живут родители, и, собственно говоря, я хочу им сейчас передать большой привет моей мамочке Валентине Константиновне и папе Петру Павловичу. Они сейчас смотрят этот эфир, они волнуются и ждут. И потом наверняка мне скажут пару таких замечаний. Замечание, хорошо. А может быть и похвалят, посмотрим. Хорошо. А вот скажите, что для вас эти поездки в Якутию, помимо того, что вы встречаетесь с родными? Вот поездка в Якутию, вы отсюда уезжаете с какими чувствами потом? Для меня Якутия – это место силы, как я уже говорила. Может, это банальность, но дело в том, что я настолько здесь заряжаюсь энергетикой, я получаю какую-то вот внутреннюю помощь. Я вот очень четко ощущаю, что я своими корнями абсолютно вот здесь, я из этой земли. И я уже говорила, что мне кажется, вот эти просторы, эта удивительная природа, она жестокая, с одной стороны, она тяжелая, Сурово. суровая, но она потрясающая. И, конечно, мне ужасно не хватает людей. И вот сейчас со мной не приехал мой сын, но он говорит мне по-итальянски каждый день «Beata te», то есть ты счастливая, что ты там, потому что он тоже очень любит Якутск. Вот так вот, Beata te, да? А есть ли любимое место, вот в Якутске или в Якутии конкретно, вот, о котором вы всегда вспоминаете с теплом в душе? Есть, это река в районе Табаги, река Лена. Это место, где мы проводили очень много счастливых моментов всей семьей. И это, как ни странно, площадь Ленина. Я ее очень люблю. Площадь Ленина любите? Площадь Ленина. Хорошо, у нас осталось буквально 20 секунд, Оля. Якутия, моя Якутия, она, вот и 3 слова. Моя Якутия. Моя она. Якутия – это моя любовь, моя сила и мое вдохновение. Спасибо большое. Какие приятные слова. Оленька, мы, конечно, не прощаемся с вами. Мы ждем вас через Спасибо. год. Приезжайте уже со своим супругом и ребенком. И, конечно, спасибо вам за то, что вы вот храните эту любовь к родине. И, наверное, многие итальянцы благодаря вам узнали, что такое Якутия и какая она. Это правда, и они даже ждут сувениров и специального обеда, когда я вернусь. Вот так вот. Ну а мы Спасибо. прерываемся на короткую рекламную паузу. Обмен культурами, он вдохновляет и, конечно же, расширяет кругозор. Я предлагаю вам на несколько минут окунуться в вид интересного боевого искусства. Как достичь внутренней гармонии, суметь соединить две такие противоположные энергии, как инь и ян? В Китае уже несколько веков существует одно из направлений боевого искусства ушу под названием тайди цюань. В настоящее время оно практикуется в основном как оздоровительная гимнастика. В Якутии тайди цюань занимаются больше 3 лет. В современном мире вообще очень много стрессов, да?
Начиная от шума на улицах, кончая вот этими гаджетами, которые мы держим постоянно в руках. В них копаемся, что-то ищем, с одного на другое перескакиваем и не можем сосредоточиться на чем-то одном, и не можем сосредоточиться на себе, на внутреннем, на том, что хочет ваша душа, например, да? И вот тайди-чань – это такая практика, которая позволяет заглянуть внутрь себя, расчистить от хлама и обрести здоровье и гармонию. По словам учеников, тайди-чуань нормализует работу сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Но для достижения оздоровительного эффекта важно не просто заниматься тайди-чуань, а заниматься по правильной методике. Почему с древних времен тайди-чуань так быстро нашел свое применение среди и современного общества в том числе? Потому что навыками тайди-чуань может овладеть каждый, с буквально маленького ребенка до самого старшего. Тайди-чуань одинаково полезен как и для физиологического состояния человека, так и для духовного и психологического. И способствует для того, чтобы в человеке гармонично было все. Мы видим плавные движения, которые очень гармонично чередуются с резкими. За этим можно наблюдать долго, настолько зрелище завораживает и успокаивает. Мастер любит приезжать в Якутию и делиться своими знаниями с учениками. Я уже ранее бывал в некоторых городах России, и вот когда я впервые приехал в Якутск, я, конечно же, сразу понял, что этот город существенно отличается от других городов. Но преимущество, наверное, климатом, очень холодно. К тому же я хочу отметить, что, на мой взгляд, люди в Якутии, они очень приветливы, дружелюбны. Тайди-чуань считается уникальным боевым искусством, которое учит малым побеждать большое, слабым побеждать сильное, мягкостью преодолевать твердость и достигать победы, избегая боя. 什么他理解，国拉达，人生那安稳卡。 Сегодня в нашем Северо-Восточном федеральном университете учатся около 13 тысяч студентов. Очень интересно, что 400 из них примерно – это иностранные студенты. Один из них сегодня у нас в студии. Знакомьтесь, Мэтьюс Чуши. Он у нас является студентом медицинского факультета, правильно? И помимо этого он является еще и преподавателем английского языка. Мэтью, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в город женщин. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы родом? Как вы сказали, меня зовут Матюс. Я из Замбии. Я приехал сюда в 2015 году. В 2015 году приехали из далекой Замбии. Да. Вот расскажите, как парню, проживающему в Замбии, вдруг пришла идея поехать учиться, мало того, что в Россию, так еще и в Якутию? Если честно говоря, я об этом не думал, но когда закончил школу, я получил стипендию от государства, и у меня спросили, где ты хочешь учиться? Учиться. И я сказал, я хочу учиться в России. В России? Да. А кто рассказал тебе о том, что в России образование самое лучшее? Нет, потому что у меня друзья тут, они учатся. Хорошо. И они посоветовали. Посоветовали друзья. Да. Хорошо, а про Якутию тебе тоже друзья посоветовали? Или это получилось случайно? Это было просто случайно. Случайно, да? Да, да. Хорошо. Узнал Якутия, начал искать в интернете информацию, Да. увидел картинки со снегом. Я просто первый раз заметил, что зимой бывает минус 40. И какие впечатления? Не побоялся? Я чуть-чуть не захотел. Чуть-чуть не захотел. Да. Вот видите, как красиво звучит? Я чуть-чуть не захотел. Это даже вот надо в русский язык у тебя перенять. Я чуть-чуть не захотел, а потом чуть-чуть захотел. Да. Логично. Хорошо. Отговаривали ли тебя родственники? У тебя большая семья, сестры, да, братья. И они говорили, не уезжай, Мэтью, останься здесь. Там замерзнешь, погибнешь. Не говорили? Но сначала мама, она была против. Против мамы, да? Да. Но
я ей сказал, что мама, это моя жизнь, и я хочу развивать, и вот мне придется поехать туда. И через несколько дней она тоже согласилась. Согласилась мама, да? Плакала, когда ты уезжал? Я помню, это мой первый раз, я плакал как ребенок. Ты плакал или мама? Мама не плакала, а я плакал как ребенок. Ты плакал как Да, ребенок. Хорошо. Сегодня ты учишься в Северо-Восточном федеральном университете. Да, Ты будущий медик. да. Вот как тебя принимают на курсе? Ты, наверное, там звезда. Скажи, есть поблажки для тебя, как для студента иностранного? Вот, допустим, когда зачеты, экзамены сдаешь. Но я могу сказать, что мои преподаватели, они очень меня поддерживают, потому что я все учусь на русском, и это очень трудно. Но да, вот, но они меня сильно поддерживают. То есть преподаватели у нас хорошие. Да, они добрые. Добрый, молодец какой. Они, наверное, сейчас смотрят тебя у экранов, и сегодня ты уже заочно получишь зачет автоматом, да? Молодец, хорошо. Мэтью, такой вопрос. Я видела твои фотографии с твоей учебы. Вокруг тебя очень много девушек. Ну, практически 90% на фотографиях это прекрасные якутские девушки. Вот расскажи о них. Какое твое впечатление о них? Посмотри, вон они, сколько девчат, посмотри какая. Все в белых халатах, и ты вон, красавчик, сидишь. Ну, прям глаз радуется. Расскажи свое впечатление о якутских красавицах. Но я могу сказать, что я это уже привык, потому что у меня 6 сестер. 6 сестер, ты Да. всегда среди девушек. Вот. И я помню, когда первый раз это ходил на учебу, потому что я практически не говорю на русском. И просто мы привет, 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 смотри друг на друга. А сейчас у нас отношения более отлично. Более отлично. Да. Вот еще один очень интересный, не просто отлично, а более отличные отношения у него со своими однокурсницами. Хорошо, Мэтью. А вот скажи, а ты свободный или у тебя есть супруга или девушка? Многие, наверное, телезрительницы сейчас думают об этом. Твое сердце свободно? Да, сейчас, да. Да. Товарищи, дорогие зрительницы города женщин, Мэтью у нас холостой, симпатичный, одинокий, будущий медик, перспективный, хорошо говорит по-русски. Если вдруг хотите познакомиться, свяжитесь с нами. Город женщин, может быть, в этом вам и поможет. Так, хорошо. Вот скажи, первая зима, вспомни, какая она была первая зима? Это была, короче, ужас. Короче, ужас. Да. Еще одно. Короче, ужас. Потому что я приехал сюда в конце октября. Октября. Ага. Еще более-менее, так? Да. Ага. И я из-за зимы я сидел в общежитии где-то 2 недели. 2 недели. Вообще не выходил? Потому что было очень холодно, потому что я тропический парень. Да, тропический Ага. парень. И вот в Якутии пропал. Ага. И 2 недели сидел в комнате, не хотел учиться, ничего не хотел. Прогуливал, Мэтью? Честно скажи. Мэтью, прогуливал? Ну, Ну или иногда появлялся там, да? да. А тебя сложно не заметить, есть ты на паре или нет, да? Тут особо-то не прогуляешь, да? Сразу видно. Да, 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 да. Хорошо. А теперь все-таки ты приехал домой, вот первые свои каникулы, да? И говоришь, я был в Якутии, начал показывать фотографии, да? Вот что, о чем больше всего рассказывал своим родственникам? Это культуре, люди и природе. Природа. Да. Ты очень много ездишь со своими однокурсниками, да, на шашлыки мы видели, да, у вас различные пикники, поводы, да. Ага, да. Вот самое такое место, где тебе понравилось больше всего, помнишь? Это когда мы ездили в Чучумрань на мой день рождения. Чучур-Мурани день рождения отмечал. Да, да. Организовали, конечно же, наверное, тебе твои однокурсники, да? Да, да. И чем запомнил? Подарили что-то тебе? Да. Или просто атмосфера была классная? Атмосфера тоже была красная, и подарок очень крутые. Мгм. А какие подарки? Что подарили? Потому что я не играю в профессиональный футбол, но они подарили мне, короче, футболки.
Футболки, молодцы, хорошо. Так, а у меня такой вопрос. Вот смотри, ты, наверное, видел видео, да? Вот в Амиконском улусе китайские туристы окунулись в воду при минус 50 градусах, если я не ошибаюсь, да? Ты совершал какой-то сумасшедший поступок в Якутии? Твой самый сумасшедший поступок, что ты делал тут? Кстати, это мои друзья. Твои друзья Да, с тобой совершали сумасшедшие поступки, да? Но я просто, потому что они сказали, что там, им сказали, что если туда, не очень холодно. И вот они так сделали. Но для меня это было невероятно. Ты окунулся? Да. В воду нырял? Не я, но мои друзья. Твои друзья, ты Да. просто Ага. испугал меня. Я думаю, как же ты так бедненький-то, мне уж жалко тебе стало. Хорошо, а есть у тебя какой-то лайфхак, как спасаться от стужи? Вот как ты согреваешься от стужи? Я просто тепло одеваю. Просто одеваешься тепло? Да. А ты преподаешь английский язык детишкам. Да. Вот как тебе работа со своими студентами? Я могу сказать, первый раз было очень трудно. А сейчас уже опыт есть, и я знаю, какие тактики делать, и они очень активные. Детишки активные? Да. Хорошо, а вопрос, Мэтью, ты закончишь вот, получать образование, получишь, станешь медиком. Есть ли планы остаться здесь, в Якутии, навсегда? Пока могу сказать, что время покажет. Время покажет. Да. Ну, возможно такое, да? Возможно, есть. Мэтью, ну мы, конечно, хотим, чтобы такой парень остался у нас. Нам нужны такие медики, я думаю. Конечно, спасибо тебе за то, что посетил наш эфир. Дай бог тебе хорошей учебы. Передаем привет твоим преподавателям. Ну и, конечно же, рассказывай про нашу Якутию в далекой Замбии. Все самое лучшее и хорошее. И не мерзни. Хорошо? Спасибо. Дорогие друзья, вот у нас в студии был Мэтью Чуши из далекой Замбии, который работает преподавателем и учится в СФФУ. Ну, а мы прерываемся на короткую паузу. После разговора с Мэтьюсом очень прям захотелось, наверное, побывать в его далекой Замбии и рассказать о Якутии как можно больше. И задумалась, а смогла бы я вот так вот отважно рвануть и получать образование, ну, даже в той же Замбии? Наверное, не смогла. А у нас в студии еще одни студенты, которые учатся также в нашем университете и являются образцово-показательными ребятами. Встречаем Ким Юнг Ши, он приехал к нам из Кореи. Также Эммануэль Ньо и Тунгира, это гость наш из Бурунди. И преподаватель японского языка Станислав Олисов. Присаживайтесь, ребята. Он же является председателем комиссии по работе со студентами-иностранцами. Здравствуйте, добро пожаловать в город женщин. Так, ну, давайте для телезрителей обозначим. Ким Юнг Ши, да. Вот это, вы помашите ручкой, вот он. И Эммануэль Ньо и Тунгира. Правильно. Вот так вот, правильно, он сказал, молодец. Видели бы, сколько тут букв, я смогла справиться, молодец. Станислав, первый вопрос к вам. В ЕГУ, вот как я уже сказала, учатся тысячи ребят, и с каждым годом иностранных студентов все больше и больше. Как вы думаете, с чем это связано? Почему Якутия, вот якутское образование стало настолько профессиональным и вот востребованным среди студентов? Ну, мне кажется, сейчас, на данный момент, в мире идет процесс глобализации, и все больше людей узнает о Якутии именно через социальные сети. Социальные средства массовой информации, наша культура, все это интересует очень иностранных студентов. Также наш кинематограф, наша музыка, все развивается, и в этом развитии я вижу именно мотивацию студентов приходить, приезжать сюда, учиться, получать образование. То есть для иностранных принцев это больше уже не диковинка, да, Якутия какая-то далекая, холодная страна, и сейчас это очень такая развитая республика, и они приезжают сюда за знаниями. Ким Юнг Ши, вот скажите, когда вы узнали про Якутию? When did you find out about the Yakutia? When did you first? I just know these places after I came here. Он впервые узнал об этом месте,
прямо до того, как приехать сюда. То есть вообще практически как приехал сюда, да? right. То есть не слышал про Якутию ничего? Yeah, right. О, боже мой, какой шок, наверное, да, был для вас, да? Хорошо. Первые впечатления? The first impression about Yakutia. Because I really like snow, so it was some kind of my places of idea. Он очень любит снег, поэтому это было прям вау для него, Вау. восхитительно. То есть да. он увидел Первое снег и впечатление. сказал, это мое место. Вот так, да? Хорошо, Эммануэль, а как вы узнали о Якутии? Ведь вы проживаете в Бурунди. Я узнал Якутию Ага. через друзей, которые сюда уже жили несколько лет. Но вообще сам не думал, что точно буду. Ага. Да. То Но есть- через эти некоторые фото. Фото видел? Да. То есть вот так и узнал. Заинтересовал. Ага. Сколько лет ты уже проживаешь в Якутии? Через месяц 2 года. 2 года только, и так хорошо говоришь по-русски? С ума сойти. А Ким Ир Ши, вы сколько здесь проживаете? Я только изучаю 5 месяцев. 5 месяцев Да. только? Ну уже говоришь. О, товарищи, посмотрите, какой экспресс изучения, да, русского языка. Браво. Ребят, а кем вы будете в будущем? Какая специальность у вас? Я учу в институте психологии, особенности социальную работу и помощь семью. То есть, значит, наконец я буду социальным работником. Ты будешь социальным работником? Да. Тогда оставайся в Якутии, пожалуйста. Мне кажется, такой социальный работник будет просто мега крутым у нас, да? Бабушки будут в восторге все. Так, хорошо. А вот скажите, пожалуйста, Ким Ин Ши, вы кем будете? What's your major in your university? My major is mechanical engineering, but I came here to study Russian language. Ага, то есть он, получается, изучает, он инженер, в своем вузе он изучает, ну, как у нас институт, инженерно-технический институт, но сюда он приехал именно изучать русский язык. Русский язык. Ребята, а чего вы боялись больше всего? Вот есть же ожидание, понятие, и реальность. Вот вы, собирая чемоданы, ожидали одно, приехали, увидели другое. Вот был ли такой момент, когда вот вообще не совпало ничего? Ну, конечно, было снега, потому что вообще не знал такой снег, если... Ну, когда я читал информацию, минус 50, вообще, как люди могут жить. Да. Но это было сначала Шоком. шок, да. Шоком. А ты вообще не видел до этого снег? Нет. Вообще ни разу в жизни? Вообще. Даже вот, а лед видел? Да, все увидел сюда, но в Африке, как в Бурунди, это нет. Ну, а еще второй, могу сказать еще, что я боялась. Да, чего боялись? Тоже это культурный шок. Культуру, людей боялся. Да. И ожидания были, боялся, а по факту? Ну, я думал, что не получалось, но уже привык. Привык, получилось найти общий язык, да? А как вас встретили якутские студенты? Вот отношение к вам какое? How was the first meeting with the native students? How did they react to you? Just I feel that because look similar, so it was very interesting. Это было очень для него волнительно, он не знал, чего ожидать. И Ну, то есть сейчас такой как встречи. общаетесь, хорошо? And how many native students do you know, and do you have any friends with them? Oh, I have some friends, but because I'm not very good at Russian language, so only a few. Only a few friends. Ну, он скорее более с англоязычными. Да, потому что Да, есть с барьер друзьями, языковой да. пока еще, да? Ребята, если бы вам дали волшебную палочку, вот что бы вы изменили в Якутске? Вот сказали бы, вот тебе волшебную палочку, Эммануэль, что бы ты изменил? Это трудный вопрос. Но Трудный вопрос. могу сказать, что изменил это... Ну, Теплее сделал бы погоду? погоду не могу, но как Ну, волшебная палочка. больше любить молодежь людей. То есть ты бы любви прибавил нам? Да.
Любви прибавил, хорошо. Так, а Ким Юн Ши? И как, извините, как социальный работник. Как социальный работник. А еще могу открыть мое сердце, кому хочет мою помощь. Мою помощь. То есть ты бы помогал людям, да, открыл бы свое сердце. Как мило. Так, хорошо. Что бы вы изменили в Якутске, если бы у вас была возможность палочки волшебной? If you had a magic stick to make a wish, a magic wish, what would you change in Sakha, in Yakutia here? Oh, yeah, it's very difficult. Очень трудно сказать. If I could, I want to change the weather. Он бы все-таки погоду A little bit изменил, more, да, чтобы yeah, потеплее warmer. было. То есть он изменил бы погоду, потеплее сделал бы, да? Хорошо. А ваши друзья у вас на родине видят ваши фотографии и какие вопросы задают? Вот такие были ли какие-то вот такие очень интересные вопросы, на которые вы ответили совершенно уже спокойно? Вот задали ли вам вопрос какой-нибудь интересный ваши друзья или родители, к примеру, там? Сначала Какой-нибудь вопрос? они вообще не поняли, что Не понимали, что есть люди, которые живут в Якутии. Да. Но объяснял им, сейчас понял. И потом меня спросили, как ты живешь там, что ты ешь. Да. Ну, судя по твоему телосложению, хорошо кушаешь, да? Кормят тебя хорошо, да? Не голодаешь, такие щечки, все, да? А вопрос какие задавали вам? What do your friends usually ask about Yakutia, like in Korea? Because many Koreans still know that in Russia there are only Slav people. So each time I show them my picture, they are shocked about the Yakutian people that look so similar with us. So, yeah. То есть, получается, у корейцев такое представление, то, что в России живут только большинство русские. И поэтому, когда он отправляет фотографии, например, своим друзьям, они очень сильно удивляются, то, что там есть азиаты. Азиаты, да? Вот это их шокировало, да? Ребят, что не хватает больше всего от родины? Вот здесь, в Якутии, чего не хватает вам? У меня, ну, конечно, вообще мою культуру. Культуры не хватает, да? А еще традиционное блюдо. Блюда не хватает, еды не хватает ему, да? Терпи, дорогой мой. Так, хорошо. What do you miss the most? Like, actually, my food. Spicy food, yeah. Еда. Так, ну что, ребят, я знаю, что Эммануэль у нас очень талантливый парень, он подготовился и хочет исполнить композицию на своем родном языке. И фонограмму в студию, поехали. Вот, Эммануэль, возьмите на всякий случай. iwacu iyo nakuriye abaye umwana yari intore yari umuyabaga yareswe ruru yari akarorero murunganwe Tihapa yarakunze eka yarakundwa yari umukiristu ntiyasiba misa ariko yarezwe ntiyahemutya twatiroginga Пойдемте, присоединяемся. Мэтью, приходи к нам, давай. Зажигательный африканский танец в городе женщин. Это впервые. Надо повторять, да, за ним, наверное, за Эммануэлем. Как приятно смотреть
1000 километров. И одна цель у них – получить знания. И мы желаем этим потрясающим ребятам удачи. И продолжаем танцевать. aho yankunda nanje nkamukunda sije namushanye